В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Максимум за 2 недели 91 новый случай COVID-19 в Якутии. Синоптики предупреждают якутян об аномальной жаре в республике. И на вечной мерзлоте все растет. Наши коллеги заглянули в огороды мирнинцев. «91 новый случай коронавируса выявлен в Якутии за сутки. Это максимум за последние 2 недели. 70 заболевших в Якутске, по 4 в Мегино-Кангаласском, Намском и Усть-Алданском районах. 3 случая в Ленском районе, 2 в Верхневилюйском, по 1 в Амгинском, Вилюйском, Горном, Тампонском районах. По словам главы региона Айсена Николаева, в ряде районов коронавирусная инфекция продолжает распространяться. Но если строго соблюдать все ограничительные меры, то ситуацию можно изменить в корне. Как, например, в селе Салбанцы Намского района. Нам удалось на сегодняшний день ситуацию полностью взять под контроль. Болезнь локализована, осталось несколько больных. За последние 10 с лишним дней уже ни одного больного нового не зафиксировано. Поэтому по представлению главного санитарного врача я принял решение, и сегодня выйдет указ об отмене режима карантина по селу Салбанцы Намского улуса. Об эпидемиологической ситуации в Алданском районе подробно расскажет наш корреспондент Руслан Павлов. Эпидемиологическая обстановка в Алданском районе с ковид стабильна. Оперативную ситуацию доложит глава района Северин Поздняков. Северин Николаевич, вот идем потихоньку, идем, да, слава богу, прибавлений нет, больше выписок. Что нас ждет впереди? Будут еще послабления? Вот с этой недели послабления есть? Еще что нам ожидать? Ну, действительно были, так сказать, послабления эпидемиологического режима. Открылись парикмахерские, открылись косметические салоны, открылись магазины, которые располагаются в многоквартирных домах, которые обеспечены отдельным входом. Действительно, так сказать, стало, наверное, такое более полегче предпринимателям, которые все это время не работали. Но, тем не менее, все равно ситуация остается достаточно такой напряженной. Сегодня у нас 17 человек находится на излечении в Алданской центральной районной больнице. И поэтому как бы говорить о том, что вот мы идем к такому достаточно серьезному снижению, я бы не стал. Потому что у нас уже был случай, когда мы и опускались по количеству и на 12 человек, но потом резко возросло, резкий всплеск у нас был за счет прибывающих работников на вахтовые смены. Поэтому тут, конечно, никто не расслабляется, все службы работают в таком усиленном режиме. Также работаем с населением, потому что масочный режим, который утвержден указом главы республики, тоже никто не отменял. Конечно, не все его понимают, приходится и вести очень большую разъяснительную работу для того, чтобы, как бы, когда объясняем людям, что несоблюдение как раз вот этих правил может привести к тому, что мы можем вернуться и количество заболевших у нас будет расти, что нам бы всем не хотелось. Район готов к голосованию за поправки в Конституцию 1 июля? Мы сегодня готовим все подготовительные мероприятия, которые необходимы для безопасного голосования, мы сейчас обеспечиваем. То есть сейчас завозятся маски, завозятся индивидуальные ручки и так далее, коврики в избирательные участки. То есть с избирательными комиссиями работаем по организации процесса голосования. И, то есть все идет полным ходом. Будет ли применяться на практике такая рекомендация, что вынести из избирательных участков на улицу, если будет погода позволять? Но почему нет? Потому что такая рекомендация есть. Центральная избирательная комиссия, что если будет погода позволять, то в принципе можно это все делать и на улице, на свежем воздухе. Ну, такая ситуация у нас на сегодня. Мы следим за ее развитием. Алроса прогнозирует восстановление спроса на продукцию в 2021 году. Об этом заявил генеральный директор и председатель правления компании Сергей Иванов на секции «Экономика и бизнес» в рамках Ленского клуба в онлайн-формате. Как малые, так и крупные компании сейчас отмечают падение спроса на продукцию и услуги, но ожидают, что ситуация стабилизируется уже в следующем году. Ранее на пленарном заседании Ленского клуба глава региона Айсен Николаев подчеркнул, что в республике
разработан план по стабилизации экономической ситуации. По словам Айсена Николаева, реализация крупных проектов и принятые меры поддержки бизнеса позволят Якутии уже в 2021 году выйти на новую траекторию экономического роста. Коронавирус повлиял почти на все сферы. Детский отдых не исключение. 6 летних школ начали работу в Вилюйском районе в дистанционном формате. Они обхватывают 1300 обучающихся. Дополнительные образовательные учреждения в таком режиме будут работать весь июнь. Решением оперативного штаба района по противодействию коронавирусу второй сезон детского отдыха пройдет также в режиме онлайн, ведь безопасность превыше всего. Вот в связи с предыдущими ситуациями наше учреждение решило сделать нашу летнюю смену в новом формате дистанционно. Мы летнюю школу запланировали с 8 июня, и весь июнь мы будем работать именно в новом формате. И наши школы работают по различным направлениям. Это художественное направление, социально-педагогическое, техническое и, конечно же, физкультурно-спортивное. С общим охватом 700 детей сейчас работают. Наши педагоги используют различные программные обеспечения, такие как Zoom, Skype и, конечно же, социальные сети WhatsApp, Instagram. Третий летний сезон детского отдыха, который обычно стартует в августе, должен пройти в привычном режиме. На это надеются и дети, и родители. В Жиганском районе, например, запланирована работа 7 лагерей дневного пребывания. Подробности далее. В этот летний сезон в Жиганском районе запланирована работа 7 лагерей дневного пребывания, которые откроются только в третьем сезоне в августе. Всего дистанционным форматом летнего отдыха будет охвачено 98% обучающихся района. У нас открыт лагерь в Линдинском наслеге. На сегодняшний день они до 21 июня полностью в очном формате будут отрабатывать. И в связи с тем, что у нас, конечно, обстановка в республике санитарно-эпидемиологическая не совсем благополучная, поэтому мы планируем в третьем сезоне охватить отдыхом более 300 детей, как и в прошлом году. С начала лета вся детвора села Жиганск свое свободное время проводит на стадионе или на спортивной площадке. Кто-то активно занимается спортом, а кто-то просто играет и общается с друзьями. Вот, например, братья-близнецы Богдан и Артур вместе с родителем каждый день ходят на рыбалку и проводят свое свободное время с пользой. А пойманным уловом угощают родственников, знакомых, иногда отдают в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Братья увлеклись рыбалкой 3 года назад, и с того дня это стало для них хобби. В школе ребята помимо учебы активно занимаются в спортивных секциях. Когда я ездил с блогером Вячеславом Боротниковым из канала «Клевая рыбалка», мы там рыбачили, потом я словил там щуку, окуней и потом лимбу, ленок. А я самую большую щуку зимой словил, и вчера там на Мавре 2-килограммовых поймал. В настоящее время администрация Жиганской школы устанавливается локальная образовательная сеть «Алагун» со 100% охватом обучающихся. На данный период в райцентре установлены 11 антенн. Разработан сайт, где будут размещены обучающие программы, методические рекомендации по всем направлениям образовательной деятельности, включая летний отдых. Мария Аполлонова, Жиганск. Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта в новом учебном году планирует принять около 200 студентов. Приемная комиссия уже начала прием документов от абитуриентов заочных отделений. В институте, кроме учителей физкультуры, ОБЖ, тренеров, инструкторов, подготавливают воспитателей, специалистов по работе с молодежью и спортивного туризма. Выпускники училища получают дипломы о среднем специальном образовании. В этом году условия особенные в связи с коронавирусными инфекциями, поэтому все документы будем принимать дистанционно. Будем принимать документы по 7 направлениям, которые Чурапчинский институт дает возможность обучаться. А очное отделение сдает после, кто через ЕГЭ сдает, после сдачи ЕГЭ. Уже если официальная информация будет, они после этого уже после 3 дней, после 6 дней они могут сдавать документы.
Обильные дожди в Сунтарском районе стали причиной разрушения моста через реку Агдары. В ночь с 15 на 16 июня обрушился вновь застраиваемый арочный мост на муниципальной автомобильной дороге по направлению Крестях-Хардагой. На месте происшествия выехала комиссия. Она оценила последствия стихийного бедствия и составила акт. Сейчас в районе заготавливают все необходимые материалы для строительства временного проезда после спада воды. По словам замглавы Сунтарского района Николая Александрова, это не первый случай размыва моста у малых приточных рек Вилюя из-за обильных осадков. В прошлом году у села Хардагой размыло Ряжевый мост. Это говорит о непредсказуемости малых рек. Движение на понтонной переправе через реку Малая Батообе временно затруднено. Причина – высокий уровень воды из-за осадков. По данным метеосводки, в Мирнинском районе в ближайшие сутки ожидаются дожди. Дорожниками организована перевозка людей вахтовым автобусом. Проезд легкового автотранспорта осуществляется при помощи буксировки. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды и дежурство дорожной техники. 13 природных пожаров действуют на территории Якутии. Площадь активного горения – 85 гектаров. За сутки возникло 10 очагов и 3 удалось потушить. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В тушении лесных пожаров были задействованы 37 человек и 7 единиц техники. Основные усилия МЧС России по Якутии направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров. Аномальная жара ожидает жителей центральных и северо-восточных районов Якутии до конца этой недели. Дневные температуры составят от 22 до 28 градусов тепла. Это на 12-16 градусов выше нормы этого периода. Росгидромет предупреждает, что периоды жаркой погоды в течение 5 дней и более негативно влияют на состояние отдельных категорий людей, в первую очередь пожилого возраста. Посевная кампания продолжается в Якутии. В этом году в регионе планируют засеять около 9 тысяч гектаров зерна, 7,5 тысяч гектаров картофеля и 1700 гектаров овощей. Кроме этого, засеют и кормовую культуру на 30 тысяч гектаров. Об этом нашему телеканалу сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики. Большую часть работы по посеву выполнили, 82% от общего плана. Хозяйство также готовится к кормозаготовительной кампании. Кроме того, начинается мониторинг сенокосных угодий. В этом году будет заготовлено 38,5 тысяч тонн сочных кормов, в том числе 22 тысячи тонн это силоса заложить должны и 16 тысяч сенажа. Но техника у всех хозяйств присутствует. Сейчас кормовые засеяны, первый и второй срок. Сейчас идет третий срок посева, на более поздний срок уборки. Ранний приход лета и самоизоляция подтолкнула многих мирнинцев перебраться на свои дачи, у которых они, конечно, есть. На дворе только начало июня, а герои нашего следующего сюжета уже похвастались своим первым урожаем. Нашлись и те, кто устроил мини-грядки прямо возле дома. Что же выращивают мирнинские садоводы и огородники, узнавала Анна Брянская. Все смешалось в теплице Ткаченко. На нескольких квадратных метрах у жительницы Удачного и помидоры, и малина, и даже картофель. Не то чтобы Антонина недостаточно разбиралась в тонкостях агрономии, просто в холодной земле полярного города этот вид посленовых, к примеру, просто не вырастет. Почва в летний период прогревается лишь на 20-30 сантиметров. Когда мои знакомые рассказывали о том, что они здесь у нас в Удачном занимаются вот теплицами, какими-то земледельческими такими делами, да, для меня это было настолько удивительно, и не могла понять, насколько вот здесь на нашей земле, на наших камнях и вдруг что-то может такое вот вырастить, и вообще, что это может доставить какое-то удовольствие. Удовольствие вскоре Антонина испытает не только эстетическое, но и вкусовое, ведь в теплице рискнула клубнику посадить. Думала, хоть бы взошли. И вот они, первые маленькие ягодки. Цветут и пахнут. На одной из местных дач не то что яблоня, ландыши цветут. Их посадили тоже на авось. В итоге 4-й год радует хозяина, который, правда, пожелал остаться инкогнито. В садах жителя алмазной столицы съедобного нет. Цветы любит.
Пионы, петуньи, анютины глазки. Сам дачник признается, лет 5 назад сложно было представить, что будет такое разноцветие. Но что делать, если дачи нет, а душа требует зелени, как у Александра Шуршукова? Генеральный продюсер и ведущий телеканала «Алмазный край» разместил мини-огород прямо на подоконнике. Ширина позволяет. Ну, у нас, собственно, не огород, а больше для какого-то эксперимента, для интереса. Хотя вот базилик, да, мы выращиваем уже именно с целью, чтобы он всегда был для салата, для пиццы, для мяса, для разных блюд. Это, да, удобно так держать на подоконнике. Ну и мята тоже, или в чай, или в десерты, что не нужно бежать в магазин. И абсолютно никаких усилий не требует. Один раз высадили, оно там цветет, растет, поливаешь, иногда там подсыпаешь землю. Все, и круглый год у тебя есть какая-то зелень. Еще лет 20 назад в Мирном, одной из зон вечной мерзлоты, даже урожай картофеля ждать не стоило. Но северному народу удалось приручить мерзлую землю. Кто знает, быть может, еще через лет 20 и ананасы с собственных грядок собирать будем. Анна Брянская, Ирина Балкова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». К этой минуте у меня все. Не переключайтесь.